Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех на телеканале Якутия-24. Отчего так много света? Отчего вдруг так светло? От того, что это лето, на все лето к нам пришло. Будем надеяться, что действительно на все 3 месяца теплой погоды, долгожданные для нас, якутян, потому что лето у нас короткое, но оно такое жаркое, что нам, в принципе, наверное, хватает. И вот с таким летним настроением, в таких летних цветах, я бы даже сказал, сегодня мы с вами встречаем это утро Якутии. Дарья Анкехова, Павел Танин, и еще раз доброе утро вам. Ну а начнем, как всегда, мы с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 13 градусов. В заречной группе 9-14 градусов тепла. В южных районах 6-7 со знаком плюс. В Вилюйской группе до 8 градусов тепла. В Нижнеленских плюс 12. В западных районах плюс 3, плюс 8. В Колымендигирской группе улусов до плюс 19 градусов. В Янских районах 12 градусов выше 0. На северо-западе минус 2, плюс 10. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 13 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 19 градусов. Погоду обещают летнюю достаточно. Отрадно, что такая погода будет сегодня, 1 июня. Все мы знаем, что во всем мире, в принципе, международный этот праздник имеет статус. Сегодня Международный день защиты детей, 1 июня. Во-первых, конечно же, всех причастных, скажем так, в первую очередь работников, связанных с защитой интересов детей и так далее. Поздравляем с этим праздником. Ну и какие еще сегодня события можно отметить, узнаем прямо сейчас. 1 июня – Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День Северного флота ВМФ России, День военно-транспортной авиации России и День создания правительственной связи России. По народному календарю, если 1 июня идет дождь, то весь месяц будет сухим. 1 июня 1725 года в России учрежден орден святого Александра Невского. В 1918 году в этот день появилась Государственная архивная служба или Росархив. 1 июня 1933 года ввели в строй Челябинский тракторный завод. 1 июня 1938 года – день рождения самого знаменитого героя комиксов Супермена. 1 июня 1980 года начал вещание канал новостей CNN, ставший одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения. В 1963 году, 1 июня, родился Алексей Бестужев-Рюмин, русский государственный деятель и дипломат. В этот день, в 1804 году, родился Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки. 1 июня 1844 года появился на свет Василий Поленов, русский художник-передвижник, мастер пейзажной и жанровой живописи. 1 июня 1926 года родилась Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица. 1 июня 1959 года на свет появилась Надежда Кадышева, советская и российская певица, народная артистка России. В 1960 году в этот день родилась Ольга Кормухина, советская и российская певица, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Ануфрий, Павел и Сергей. В День защиты детей национальная вещательная компания также подготовила подарок для своих маленьких зрителей. Так, сегодня днем в Якутске на площади Ленина состоится запуск детского контента, который будет выходить на телеканале «Мамонт». 157 серий одного из популярных детских мультиков «Фиксики», переведенный на якутский язык, уже будет доступен на нашем YouTube-канале «Тюнюк Саха Кидс». В перспективе будут переведены на и другие мультфильмы «Малышарики», «Тима и Тома» и другие. К примеру, сейчас ведутся переговоры с создателями мультфильма «Три кота», а также создается собственный анимационный сериал для детей. Как обещают создатели, работы будут завершены к концу года.
Какая замечательная новость, да? Теперь такие популярные мультики будут доступны, да, и для всех жителей нашей республики на родном языке. День защиты детей – это, конечно же, не только праздник для детей. Он отмечается проведением различных акций, цель которых – привлечь внимание к положению детей, к вопросам защиты их прав и здоровья. И накануне Дня защиты детей региональное отделение Фонда соцстрахования совместно с медорганизациями Якутска провело акцию «Забота о детях». О том, как прошла эта акция, какие вопросы больше всего интересуют и волнуют сегодня родителей, мы поговорим с представителем этого ведомства Людмилой Герасимовой. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Людмила Егоровна, ну, собственно, акция «Забота о детях», она носит вообще ежегодный характер ли? И какие прежде всего цели эта акция преследует? То есть какой ее конечный должен быть результат? Международному дню защиты детей специалисты регионального отделения проводят ежегодную акцию «Забота о детях», которую мы на базе медицинских организаций, таких как медицинский центр, Национальный центр медицины Республиканской больницы номер 1, Якутская республиканская клиническая больница, а также медицинский центр города Якутска. На базе мы проводим информационно-разъяснительную работу для населения, также, конечно, для мамочек, для будущих мамочек и для мамочек, уже имеющих детей, по вопросам обязательного социального страхования. Эта акция, конечно, носит ежегодный характер. Мы ее проводим уже с 2016 года. Единственное, конечно, что у нас был перерыв на период пандемии по коронавирусу. О чем говорит статистика, да, вот вообще итог подобной акции? Есть ли у вас какие-то данные? Да, мы, конечно же, тоже анализировали, провели статистику, и говорит она очень положительную динамику в плане именно увеличения количества заинтересованных граждан. И более, с каждым годом у нас увеличивается количество обращенных людей. Вот акция проходила в поликлиниках. Вообще, много ли человек ее посетило? И, как правило, может быть, опять же, обратимся к статистике, что в основном интересует родителей детей? Акция у нас прошла в этом году с 27 мая по 31 мая. И за эти 3 дня к нашим специалистам обратились более 100 человек. Конечно, в основном это мамочки, ожидающие малыша, а также уже родители, имеющие детей. Основные вопросы, которые интересовали родителей, допустим, будущих мамочек касаемо, они интересовались пособиями, которые положены именно будущим мамочкам. Это пособие по беременности и родам, которое назначается по заявлению, которое пишется страхователю, по заявлению на отпуск по беременности и родам и на основании электронного листка нетрудоспособности, который будет оформлен мамочкой в медицинской организации. И он именно продолжительностью общей 140 календарных дней. Это 70 дней до родов и 70 дней после родов. Родители, которые уже имеют малышей, их больше, конечно, интересовал вопрос пособий, единовременного пособия при рождении ребенка, которое назначается также по заявлению, справки о рождении ребенка и справки с места работы другого родителя о том, что он это пособие не получает. А также пособие, ежемесячное пособие до 1,5 лет по уходу за ребенком. Оно также назначается по месту работы мамы или отца или другого работающего родственника, который фактически осуществляет уход за данным ребенком. И назначается оно в размере 40% от среднего заработка. Также к нам обращались дети, к специалистам регионального отделения обращались, то есть родители детей-инвалидов, которых интересовали вопросы обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение. И специалистами даны полные разъяснения по перечню документов и именно по каким показаниям им положено, допустим, санаторно-курортное лечение. И один тоже из часто задаваемых вопросов это будущих мамочек, это электронный родовый сертификат. Электронный родовый сертификат, он у нас действует с 1 июля 2021 года. Это мы хотели обратить внимание, что это финансовый документ для медицинских организаций, на основании которого мы, региональное отделение, выплачиваем средства для медицинским организациям за то,
что они оказали медицинскую помощь маме и ее младенцу. И уже вообще родовый сертификат, электронный родовый сертификат, он у нас формируется при первичной явке в медицинскую организацию беременной женщины. И данные у нас уже автоматически переходят в единую базу фонда и далее автоматически в пенсионный фонд. И на основании этих данных пенсионный фонд выплачивает ежемесячное пособие женщине при постановке в ранние сроки беременности. Вот если все-таки возникают вопросы, да, акция-то уже завершилась, правильно понимаю? Да. Да, соответственно, можно ли обратиться сейчас по каким-то интересующим вопросам и куда могут обратиться родители? Конечно, конечно. Всегда наши двери открыты для всех желающих, для всех интересующихся. Конечно, у нас есть и сайт, это значит r14.fss.ru. У нас есть горячая линия, по которой вы можете всегда обратиться по всем вашим интересующимся вопросам. Это 315-123. Также у нас есть предварительная запись на приемы, которые также ведутся. Ну и социальные сети, Одноклассники, Телеграм, ВКонтакте. Вот, ну, раз сегодня мы разговариваем в ключе все-таки Международного дня защиты детей, может быть, есть какие-то пожелания, поздравления для родителей, для детей, да вообще, наверное, для всех, кто сегодня так или иначе занимается работой, связанной вот именно с детьми. Конечно, мы от регионального отделения хотим поздравить всех наших зрителей, мамочек, детей с Международным днем защиты детей и пожелать самое главное здоровья, счастья, удачи и всего-всего-всего самого наилучшего. Спасибо большое, Людмила Егоровна, что посетили наш утренний эфир. И, конечно, да, мы сегодня поговорили о замечательной акции, которая проходит не первый год, да, и мы видим, что есть результаты, а значит, подобные мероприятия, все-таки они должны существовать, раз они приносят такой хороший Ну и пользуются спросом, но опять же поговорили о том, где помимо, ну то есть не только вот в эти дни можно было, а вообще получить информацию о различной соцподдержке в том числе. А мы ждем и следующих гостей, которые сегодня в эфире у нас появятся. Это будет во второй половине нашей программы. Там мы поговорим о разных вещах. И об открывающейся выставке в Третьяковской галерее мы расскажем. Ну а прямо сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся и уже расскажем непосредственно об этом всем. Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. В Якутии поэтапно начнет открываться навигация для маломерных судов. Так, с 3 июня она откроется в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Алёгнинском районах. С 6 июня в центральных и заречных группах улусов, также в Якутске и Жатае. С 10 июня в северных улусах республики. Сроки могут корректироваться в зависимости от обстановки на водных объектах. В республике по программе модернизации первичного звена нацпроекта здравоохранения продолжается обновление автопарка медорганизаций. В этом году запланировано закупить 53 единицы транспорта. Автомашины будут распределены по многим медицинским учреждениям республики. Как отметила министр здравоохранения Лена Афанасьева, райбольницы особенно нуждаются в обновлении автопарка в связи с удаленностью населенных пунктов от районных больниц. И приобретение в прошлом году передвижных медицинских комплексов обеспечила населению многих районов доступность медицинской помощи. Медпункты на колесах проводят медосмотры и вакцинацию жителей. Пресс-конференция об открытых и создаваемых мастерских для студентов состоялась в Институте развития профессионального образования. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Участники рассказали о работе мастерских, о взаимодействии студентов с будущими работодателями, о приемной кампании на новый учебный год. Также на пресс-конференции были озвучены образовательные организации, победители конкурса Министерства просвещения России, в которых будут созданы мастерские уже в 2023 году. В наших колледжах и техникумах в предыдущие годы созданы 43 мастерские. В этом году, в 2022 году, мы завершаем. И с 1 сентября 2022 года, то есть уже в следующем учебном году, у нас еще 12 мастерских тоже вступят в строй. И в целом уже определены также с нашей стороны те мастерские, которые будут созданы в 2023 году.
Там, в частности, блок строительства очень активно будет создаваться в следующем году. Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые День защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника. В честь Международного дня защиты детей праздничную подсветку включат на Якутской телебашне с 22 до 23 часов. В честь детей и их родителей подсветки также зажгут Останкинская башня в Москве, телебашни РТРС в Туле, Грозном, Костроме, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Саранске и других городах. В Амге Центр занятости населения проводит для несовершеннолетних ярмарку вакансий на летнее время. Ее проводят каждое лето с 2002 года. В первую очередь для детей из малообеспеченных и многодетных семей и детей, состоящих на учете. Также во всех наследах района многие дети будут работать на договорной основе в сфере сельского хозяйства. Сегодня у нас должны пройти учащиеся, которые на каникулах, где-то 61 человек. На сегодня в Амгинском наследии, например, администрация принимает 8 детей. Всего должны пройти. Получают они через нас материальную помощь и через муниципальное образование дополнительно до средней заработной платы. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Доброе утро всем тем, кто только продрал глаза, как это говорится, включил наш канал. Респект вам и уважух, что называется. Ну а мы продолжаем. У нас есть тоже небольшие новости хорошие. Самый масштабный, по заверениям организаторов, урок игры на домбре прошел в интеллектуальной школе физико-математического направления в Нур-Султане. 1032 ученика сыграли на национальном казахском инструменте, сидя в школьном спортзале. Дирижером стал заслуженный деятель культуры Казахстана Айджан Коктаган. Организаторы надеются попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ниш подал заявку в Guinness World Records еще в декабре 2021 года. По требованию организации за уроком наблюдали более 25 стюардов и 2 свидетеля. Домбра – это сакральный инструмент для каждого казаха. И внесение уроков в Книгу рекордов Гиннесса – это открытие домбры всему миру, считает дирижер Айджан Коктаган. Попал ли рекорд в Книгу Гиннесса, пока не уточняется. Ожидается, что его точно внесут в глобальный справочник о выдающихся достижениях и уникальных явлениях. Потрясающие кадры, да, действительно завораживает. И такое очень зрелищное событие. Да. Но мы надеемся, может быть, им все-таки повезет, и они попадут в Книгу рекордов Гиннесса. Да, ну до рекордов Якутии все равно им пока еще далеко. У нас целых 4. Вот если говорить про рекорды, связанные с массовостью, когда много людей, у нас целых 4 таких рекорда. Давай попробуем вспомнить, да, какие. Первый был у нас, это я точно знаю, Осохой танцевали. Сколько-то очень много людей. Нет, ну, во-первых, первым был все-таки установлен рекорд в 2011 году. И посвящен он священному для народа Усаха музыкальному инструменту хамус. 1344 варганиста тогда исполнили 7-минутную музыкальную композицию на якутском варгане. А через год уже 15 293 якутянина станцевали тот самый танец. Да. При этом все были во время Осоха одеты в национальную якутскую одежду. Это было очень зрелищно. Ну а в 2014 году 11 136 человек приняли участие в самом большом ритуальном кумысопитии. И, наконец, 4-й рекорд был установлен совсем недавно, относительно в 2017 году, когда 16 620 человек, одетые в национальные костюмы, собрались в одном месте. Интересно, что нас ждет в этом году? Действительно, ведь СЭХ уже не за горами, и я надеюсь, что еще один рекорд будет в нашей копилке. Тем более СЭХ будет посвящен столетию Якутской ССР. Ну а вообще, Россия многонациональная страна и страна рекордов, многоликая. Если захотелось, можно в любом регионе можно поставить свой рекорд. Многоликая Россия, вот такой фестиваль под названием прошел на днях в городе Алдане. Как это было, посмотрим далее.
Славится Россия дарованиями восхитительными да талантами бесценными. Это вновь подтвердил фестиваль-конкурс «Многоликая Россия», прошедший среди детских садов Алданского района. Дошколята исполняли песни на русском и якутском языках, представляли хореографические постановки. Конкурс «Многоликая Россия» был посвящен Году культурного наследия в России и столетию образования Якутской автономной республики. В фестивале приняли участие детские коллективы из 22 дошкольных учреждений. На суд жюри было представлено свыше 50 творческих номеров. Принимали участие абсолютно все наши, даже отдаленные детские сады и дошкольные группы. 50 творческих номеров было, свыше 200 человек детей принимали участие. По 3 номинациям: это детская песня, детский танец. И самое замечательное, первый раз мы проводили эту номинацию, это дефиле национального костюма. Дефиле в национальных костюмах отразило таланты рукодельниц и мастериц. Костюмы были продуманы до мелочей. Кроме того, дополнялись украшениями и аксессуарами. А маленькие модницы и модники, демонстрируя одеяние, рассказали зрителям об истории и традициях национальных костюмов. Конкурс получился действительно замечательный, особенно дефиле. Просто огромная благодарность нашим педагогам, родителям за те костюмы, которые они изготовили. Это просто выше всяких похвал. Причем костюмы именно 15 народов, 15 сестер. Замечательно. И взрослые принимали участие, взрослые костюмы. Детские песни, детские танцы. Тоже, как всегда, наши руководители, дети поражают своим талантом, своим творчеством. Фестиваль проходил в дистанционном формате в течение месяца. Определить лучших в каждой номинации составу жюри было очень сложно. И все же яркие грани каждого номера были оценены по достоинству. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. А у нас еще одна замечательная новость. Уже завтра открывается выездная выставка «Сокровища Третьяковской галереи», приуроченная к юбилейной дате – столетию образования Якутской автономной республики. Да, и сегодня об этой выставке мы поговорим подробнее с нашими гостями. Александра Маратовна, Влада Владиславовна, здравствуйте, доброе утро. Сразу первый вопрос. У Национального художественного музея Третьяковской галереи есть давние связи, насколько мы можем судить, насколько вы тут недавно узнали. И более того, музейная коллекция была основана даже в свое время на именно экспонатах, подаренных в 28 году Третьяковской галереи. Расскажите подробнее об этом сотрудничестве. Да, действительно, наше собрание имеет корни, имеет начало с передачи из собрания Третьяковской галереи 27 произведений. Они стали основой нашего музея, нашего собрания. Значит, еще в 20-е годы совместно с научным сообществом Сахак Искеле возглавлял отделение искусства Аюнский, затем Сафроном. Проект был представлен картинной галереей правительству. И Максим Амусов уже в 1927 году начинает вести переговоры о возможности передачи в дар Якутии русской классики. И уже в 1928 году этот дар состоялся. Как долго готовилась нынешняя выставка, да, Третьяковки в Якутске, и каково вообще вести подобные, да, уникальные, да, картины к нам в столицу? Мы готовили все вместе эту выставку больше года, 1,5, наверное, или даже 2. Все начинается всегда с концепции, с того, что мы хотели бы показать, да, куратор работает над этим. А потом начинается самое интересное, как это все сделать, как это привести, на какие стены это повесить. Да, поэтому, конечно, это всегда подготовка с большим количеством профессионалов и здесь в музее, и у нас в Москве. Это специальный транспорт, специальная упаковка, много-много разных нюансов. И, конечно же, подготовка каталога ведется параллельно, пишутся тексты, все это верстается, печатается. В общем, это, конечно, большой такой объем. Он требует времени, но я надеюсь, что результат завтра все увидят. Удивить, грандиозный. Да? Как раз-таки, учитывая эту сложность привести экспозицию, расставить в регионе, все-таки часто ли вообще выездные такие выставки Третьяковки в регионах проходят? Вы знаете, для Третьяковской галереи региональные проекты — это целое такое большое направление нашей деятельности. Мы обязательно каждый год делаем какую-то большую выездную выставку.
Но так далеко Третьяковская галерея, мне кажется, еще не забиралась, да. Вот. У нас были в Новосибирске, например, в Казани большие такие выездные проекты. Теперь вот здесь. Но этот проект особенный. Как-то так получилось, что именно в Якутск мы привезли действительно много произведений из постоянных экспозиций Третьяковской галереи. Вот. И надеемся, что это такой маленький кусочек Третьяковской галереи, который мы покажем. Вы затронули, да, уже тему масштабной организации, да, но, конечно, нужно поговорить о технической составляющей, да, вот какие возможности появились у нашего музея благодаря данной выставке? Что-то, может быть, приобретать дополнительно Да, пришлось? конечно, музей получил очень многое. Ну, во-первых, бесценный опыт. При подготовке к этому масштабному проекту мы сделали специальную застройку с целью, чтобы зритель, попадая в пространство экспозиции, он попадал прямо в буквальном смысле в Третьяковскую галерею. Мы даже стены покрасили в цвет стен Третьяковской галереи. Там есть архитектурные элементы, напоминающие Третьяковскую галерею. И даже такой метафорический портал, который как бы транслирует, вот якутянин попал в Москву. Вот такая мысль у нас была, да, и поделен как бы весь зал на зоны, которые хронологически связаны с развитием нашего отечественного искусства. Это 19 век, первая половина, вторая, это, конечно, советское искусство, ныне уже классикой, которая стала. Там есть бесподобная скульптура Мухиной, например, ну, то есть то, что мы знаем с детства. Ну, вот хотелось бы сейчас уже подробнее узнать, все, ну, мы уже как бы немножко затронули о том, что приехали элементы постоянной экспозиции. Что все-таки увидят посетители выставки в этот раз? Немножечко, да? Вот Немножко. расскажите. Приоткроем завесу. Ну, наверное, один из главных хитов, если можно так сказать, этой выставки, это знаменитая картина Маковского «Дети, бегущие от грозы». Она всегда находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Мы ее торжественно сняли для того, чтобы сюда привезти. Из произведения Петрова-Водкина, Шишкина, Сурикова, Репина есть, конечно же, да, куда же без него. Портреты тоже из постоянной экспозиции. В общем, «Шинель отца» Попкова, прекрасное произведение, которое тоже никогда, ну, редко покидает стены Третьяковской галереи. В общем, больше 15, по-моему, произведений из постоянных экспозиций. Но все остальные, они тоже произведения первого круга, очень важные для нас. Вот, поэтому ждем. Вот и мы ждем, да, уже открытия. А на сегодняшний день вот телезрители, возможно, сейчас увидят наш эфир и все побегут к вам. Возможно, уже сегодня посмотреть или все-таки мы ждем? Мы ждем всех со 2 июня. Наш музей открывает двери. Кстати, мы в связи с приездом такой выставки перешли на летний режим. Будем работать с 11 до 7 вечера. Вот, чтобы было более удобно посещать эту выставку. То есть можно вот и вечером прийти, до 7 вечера мы будем работать. В среду мы работаем с 12 до 8 вечера. То есть после работы будет возможность зайти и посмотреть шедевры Третьяковской галереи. Ну вот, наверное, актуальный вопрос будет и в части стоимости посещения, доступности этого масштабного события. Наверное, мне, например, кажется, что раз такая уникальная выставка, наверное, и входной билет должен стоить, да, это же все должно окупиться, и давайте все-таки расскажем немножко и про Значит, это. входной билет для взрослого человека 600 рублей, для детей до 6 лет бесплатно. И, естественно, у нас существуют скидки социальные для пенсионеров, для многодетных, для инвалидов. Инвалиды бесплатно проходят. Вот. И помимо этого для групп. Для школьных групп тоже отдельные скидки. И работает еще пушкинская карта, и можно воспользоваться, покупая на сайте музея. Мы продаем билеты как на сайте музея онлайн, так и в нашей кассе. Но мы вот слышали еще, что во время работы выставки будут проходить лекции кураторов. Вот, можно ли всем попасть на эти выставки, каждому желающему, или это для какого-то вот узкого круга? Да, людей? это абсолютный эксклюзив. 2 июня куратор выставки Светлана Копырина будет всем желающим рассказывать лекцию, читать. Поэтому мы приглашаем всех посетить эту лекцию. В 2 часа она состоится. Можно приобрести билет опять онлайн на сайте или в кассе
музея. Лекция будет только одна или в течение выставки еще какие-то? У нас будут? предусмотрена образовательная программа. Будут обязательно лекции уже наших специалистов, наших якутских искусствоведов. Также будут квест-игры, будут арт-медиации, будут экскурсии проводиться в течение всей работы. Предварительно у нас выставка будет работать до 17 июля. Ну, тайну немножко приоткрою. Мы работаем над вопросом о продолжении, чтобы продлить срок работы выставки, потому что это для нас всех огромный подарок, большое чудо, и мы хотим, что это чудо немножко продлить. Вот и какую реакцию мы ждем от жителей нашей республики? Ну, наверное, конечно, первая реакция, это, наверное, очереди, да, очереди мы все-таки ждем, да, и вот на ваш взгляд, как будет радоваться? Ну, я человек надеюсь, после? что самое главное, что люди увидят, зрители увидят подлинники, настоящие шедевры, возможность вот так вот близко по-настоящему познакомиться с живописью и скульптурой нашей классической. Вот, и это самая главная радость, не обязательно, может быть, восторг, какая-то тихая, какие-то тихие эмоции, но это очень важно, и мы надеемся, что все попадут, придут и увидят нашу экспозицию. Ну, основываясь на том, что мы сегодня услышали, действительно проделана колоссальная работа, и, в принципе, надо сходить и на это посмотреть хотя бы просто, чтобы прикоснуться к труду людей, вот, Да, которые вообще. привезли все это и организовали. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что действительно ожидания от этой выставки, именно вот от того, от реакции, ожидания реакции наших земляков, они оправдаются, и все будет именно вот так, как задумано. Мы желаем вам хорошего утра и доброго дня. Спасибо большое. Ну, искусство это, конечно же, это душевный покой и услада для глаз. Ну и не зря сейчас про глаза я заговорил. Не всегда, к сожалению, наши глаза могут воспринимать красивую картинку жизни по причине синдрома сухих глаз. Вот как справиться с этим? Для вас полезные советы офтальмологов собрали. Вот прямо сейчас узнаем о них. Порхай как бабочка, жмурься как кот. Самое простое и быстрое упражнение для снятия усталости – это быстро и часто поморгать, будто бабочка взмахивает крыльями. Или сладко пожмуриться несколько раз, подражая коту. Такие действия улучшают кровообращение и увлажняют глаза. Представьте море. Чтобы расслабить мышцы глаз, сильно зажмурьтесь на 5-10 секунд. В это время представьте что-то успокаивающее – море, луговые травы под ветром, либо бегущие облака. Рисуем узоры. Первое и главное, не поворачивая головы, посмотрите глазами вверх, вниз, влево, вправо. Потом начните рисовать узоры. Ромб, квадрат, задерживая на секунду взгляд в уголках. Усложним. Рисуем звезду. Затем изобразите восьмерку. Сначала вертикальную, потом положите ее и нарисуйте, головой не двигая, знак бесконечности. Делаем массаж. Легкий массаж глаз помогает справиться с отечностью, улучшает циркуляцию жидкости в тканях. Достаточно 3 пальцами слегка надавить на закрытые глаза и немного помассировать в течение 1-2 секунд. Расслабиться и поморгать. Повторять 4-5 раз. Полюбите глазоломки. Есть специальные стереокартинки, глядя на которые сначала не видишь изображения. Кажется, что это просто узор из полосок и кружочков. Потом, вглядываясь, отодвигая картинку взад и вперед, внезапно видишь объемную картину. Такие картинки тренируют не только глаз, но и мозг. Ой, от этих картинок у меня просто головокружение начинается. Действительно, вот когда смотришь долго на них, да, оттуда появляется вот тот самый 3D-эффект. У меня всегда были проблемы с 3D-картинками. Нет, есть вот просто картинки с оптической иллюзией, которая, по сути, неподвижная, но за счет расположения фигур она как бы начинает двигаться. Такие, да. А есть вот прям раньше такие были 3D-картинки, их называли в интернете. Там какая-то вот мазня, но если правильно посмотреть, как-то глаза как будто сквозь картинку смотришь, ты получаешь 3D-картинку. У меня этого никогда не получалось, поэтому для меня это все миф.
никогда не поздно еще раз попробовать. И все-таки раз про это пишут, значит, все-таки должен быть эффект. Ну, возможно, да. Ну, а прямо сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Наши коллеги из информационной службы уже готовы рассказать о последних событиях в республике и за ее пределами. Численность населения республики, согласно предварительным данным всероссийской переписи 2020 года, достигла 996 тысяч человек. Из них 665 тысяч человек проживают в городах, а 331 тысяча в селах. Так, Якутия стала 4-м по численности жителей дальневосточным регионом. В Приморском крае зарегистрировали более 1 миллиона 800 тысяч человек, в Хабаровском крае свыше 1 миллиона 200 тысяч человек, в Забайкальском крае чуть более миллиона жителей. Окончательные итоги переписи 2021 года станут известны до конца этого года. Более 20 тысяч тонн металлолома перевезут из Якутской Арктики в текущем году. Об этом глава региона Айсен Николаев рассказал в передаче «Якутия вперед» на нашем канале. Так, в этом году из арктических поселков Тикси, Усть-Куйга и Батагая планируют увезти более 20 тысяч тонн металлолома. Отметим, что в прошлом году силами волонтеров и Минобороны России из поселка Тикси вывезли 300 тонн отходов. В работе участвуют Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии, администрации Булунского, Верхоянского, Устьянского районов, Минобороны России, представители промышленных предприятий, волонтеры федерального проекта и сами жители населенных пунктов. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство. Ставки снижены как по базовой программе, теперь от 10,9%, так и по льготным программам кредитования на ИЖС. Ипотека на ИЖС в рамках господдержки 2020 и господдержки для семей с детьми доступна по ставке 8,3% и 5,3% годовых соответственно, а по дальневосточной ипотеке 1,5% годовых. Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье тоже стали лучше. Кредит можно оформить по ставке от 10,9% годовых. Сотрудники Республиканского управления Россельхознадзора выехали на мониторинг фитосанитарного карантинного состояния лесных массивов. Ежегодно, начиная с мая, проводится проверка хвойных деревьев на наличие сибирского шелкопряда. При проведении обследования используются 3 основных метода их обнаружения. Визуальный, метод околота модельных деревьев и применение феромонных ловушек в период массового лета. По результатам мониторинга обнаруженные насекомые для идентификации и подтверждения карантинного объекта направляются в Иркутск. При обнаружении сибирского шелкопряда и при увеличении его численности управлением Россельхознадзора принимается решение об установлении карантинных фитосанитарных зон. На этой территории нельзя будет вырубать лес, вывозить его с этой зараженной территории на другую территорию, да, тем более вывозить этот пиломатериал в другие регионы Российской Федерации, либо за границу. В Нюрбинском районе проводятся военные полевые сборы для 10-классников. Всего в учениях принимают участие 78 человек из 16 школ района. Военные полевые сборы – это часть образовательного процесса. Она входит в школьную программу по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Продолжительность сборов составляет 5 дней, в которые входит обучение длительностью 35 учебных часов. Школьники изучают права, обязанности и ответственность военнослужащих, строевую, огневую, тактическую, физическую и военно-медицинскую подготовки, а также радиационную, химическую и биологическую защиты. Ребята уже усвоились, никто не мерзнет. Тяготы, которые я говорил, и лишение армейской службы немножко испытали. Первый день было, конечно, холодно, а так все нормально. Сейчас все привыкли. С моей стороны, вот то, что я провожу сейчас, в основном упор делаю на строевую подготовку, на подтянутость, я доволен. Считаю, что мы это достигнем к концу. Особенно мы это проведем во вторник, 31-го к закрытию. Проведем это дело на площади Победы. И там строим пройдем. Надеюсь, покажем родителям, как подтянулись, вытянулись уже готовые их дети. На этом вся информация.
Доброе утро всем, кто нас смотрит, и особенно тем, кто под конец, уже ближе к концу нашего выпуска, решил все-таки к нам присоединиться. Вы огромные молодцы. Пусть день у вас пройдет замечательно. Перед выпуском новостей мы подняли тему здоровья, начали ее обсуждать, говорить о том, как бороться с синдромом сухого глаза, гимнастика для глаз и так далее. А сейчас мы эту традицию, тенденцию, точнее, продолжим. Также продолжим говорить о здоровье. И наша рубрика «Мой доктор» расскажет сегодня о том, как следить непосредственно за таким направлением, как женское здоровье. Доброе утро! Считается, что женщины болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями гораздо реже, чем мужчины. Но это совсем не так. Просто мужчины начинают болеть инфарктами, инсультами и гипертонией в среднем на 10 лет раньше. Женщинам помогают женские половые гормоны, но с наступлением менопаузы гормоны резко падают, и женщина остается беззащитной. С этого момента начинаются рушиться все системы. Растет вес, давление, холестерин и сахар. Наиболее высокий риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов имеют курящие женщины. Курение на фоне оральных контрацептивов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 30 раз. Есть над чем задуматься. У женщин с диабетом также более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с диабетиками-мужчинами. В зоне риска женщины с избыточной массой тела и малоподвижным образом жизни. Рекомендации Кардиологической ассоциации для женщин проверять уровень холестерина, глюкозы и давления не реже, чем один раз в 5 лет, начиная с 20 лет. Кстати, о курении. Любопытную статистику опубликовали в СМИ в День без табака, который отмечался во всем мире накануне. За время пандемии число курильщиков сократилось на 13%, или почти на 4 миллиона человек отказались именно от этой вредной привычки, что, несомненно, радует. Доля курящих россиян в настоящее время составляет чуть больше 20%. Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Больше всего, оказывается, курят мужчины, 76,5%. Согласно данным экспертов, больше всего курильщиков наблюдается в еврейской автономной области. Там курит каждый третий взрослый житель. В Бурятии, что не радует, что и в Бурятии тоже огромное число, и что не радует, в этом списке фигурирует и наша республика. У нас доля курящих тоже не маленькая – 30,9% от количества жителей. Еще один факт, который тревожит специалистов – то, что неуклонно растет число пользователей электронных сигарет. Если еще в 2011 году их было 7 миллионов человек, то уже в 2016 году количество курящих электронные сигареты составило 35 миллионов человек во всем мире. Вот о том, как побороть пагубную привычку, почему стоит отказаться от курения, даже электронных сигарет, накануне мы в этой же студии поговорили с психиатром-наркологом Юрием Егорычем. Юрий Викторович, доброе утро. Доброе утро. Вообще, насколько мы знаем по статистике, пандемия коронавируса, которая охватила весь мир, как ни странно, повлияла на то, что вроде как люди начали по большей степени отказываться от вредной привычки. Что ваше наблюдение показывает? Действительно ли это так? Может быть, даже известна причина, почему? Как мы все знаем, что ковид воздействует на легкие. Воздействует на легкие, и проблемы возникают у пациента с одышкой, с кашлем, и поэтому... Это приводит, видимо, к отказу, да, зачастую? Боятся люди, да? Боятся люди, тем не менее, настороженно к этому относятся. И... Может быть, менее комфортно становится курить, в принципе, сам процесс. Да, я думаю, что это самое. И так процедура не из приятных, на самом деле. Но сейчас есть такая тенденция, да, очень, даже, можно сказать, популярная, да, модная даже, да, те самые электронные сигареты. И вот есть такое, знаете, выражение: «Я бросил курить, я перешел на электронные сигареты». Все-таки это верно или это та же самая зависимость? Кто-то говорит, что менее вредно курить именно электронные сигареты. Когда человек курит электронные сигареты, процесс же, никотин, он никуда не делся. Что в сигаретах, что в электронных, он там
содержится в определенных количествах и в итоге вызывает зависимость, как психическую, так и физическую зависимость от этого вещества. При отказе от приема никотина, да, он испытывает дискомфорт. Синдром отмены, так называемый. Синдром отмены, да. Синдром отмены происходит, и он чувствует себя менее комфортно, да, до принятия очередной дозы никотина. Ну, а на ваш взгляд, какие вот способы наиболее эффективны, да, отказа от курения, ну, на вашей практике? То есть я, например, знаю множество, да, хотя я, к сожалению или к счастью, я не знаю, не курила и не курю, да, и, ну, я знаю, что были какие-то сосательные конфеты, да, были какие-то пластыри, жвачки, спреи, да, действительно. На вашем опыте самый эффективный способ вот отказа от курения? Ну, все люди разные, да, и каждому помогает. Кому-то помогает и даже прочтение, книжка есть, да. Легкий способ. Да, легкий способ бросить курить, мы об этом знаем, да. Кому-то помогает просто... Я встречал таких пациентов, которые, прочитав эту книжку, действительно отказывались от этой привычки. Кому-то действительно нужно уже более серьезно. Но это зависит, во-первых, от стажа курения, да, как долго человек употребляет, как он, на какой стадии находится его зависимость. И, значит, и здесь можно, ну, много способов существует. Каждому он чисто индивидуален. Кому-то помогают пластыри, кому-то необходима уже консультация специалиста. И не один сеанс нужно провести с пациентом, чтобы как-то изменить его взгляд на эту проблему, чтобы он почувствовал, да, действительно, это уже становится проблемой, от нее нужно избавляться, и как можно быстрее. Чтобы не доводить до больничной койки, когда уже человек в таких условиях находится, что он уже бросает курить не по своей воле, как говорится, да? Вынужденно. Угу. Вот говоря про легкости способов, я слышал историю вообще давно достаточно у одного товарища. Знакомый сидел дома, ночь была, закончились сигареты, хотел пойти в магазин, подумал, что лень, и вот в этот момент он бросил курить. Оказался роковым, да? Абсолютно, да. Вот. Но вообще говоря про сложность и легкость, если человек все уже испробовал, вот, ну, вот, все и так, и сяк, не получается бросить, что ему делать? Ну, хочет. Ну, во-первых, не отчаиваться, я думаю. Не получилось первый раз, да, через какое-то время повторить эту попытку, да. Обратиться, ну, в то же время обратиться к специалистам, да. Может быть, они что-нибудь подскажут, поделятся советами какими-нибудь, да. Все-таки у специалиста гораздо больше выбора, больше средств, чтобы помочь, ну, и опыта, помочь этому человеку. Так что я думаю, если... Ну и в то же время главное — это желание самого человека отказаться от этой привычки, да? Обращаемся-то к каким специалистам? Обращаемся к врачам-наркологам, которые, значит, ну, у нас это можно сделать в поликлинике. Автодорожная, 38, город Якутск, второй этаж, ну, деревянное здание. Так. Коротко. То есть, если вдруг все-таки не получается справиться самостоятельно, можно обратиться Можно обратиться, да, к нашим специалистам. Они, во всяком случае, попытаются помочь. Ну, я думаю, помогут. Ну, то есть, там это комплексная работа, да? Да, и это психолог, комплексная. да? И психолог будет работать с вами одновременно, врач будет работать. Ну, если потребуется, то будут другие. Все-таки поговорим про подрастающее поколение, да, все-таки это тоже немаловажно. Вот на сегодняшний день, да, вот на вашей практике, все-таки молодежь стала курить меньше или же наоборот? Ну, вы знаете, лично я такую статистику не проводил, да. Ну, когда проводишь медосмотры в школах, в тех же, да, вот там спрашиваешь. Ну, конечно, не все дети отвечают так, как это есть на самом деле, но... Что правда всегда видна. Получить. Ну, правда, да, видно. Но молодежь, к сожалению, да, к сожалению, курят, и, к сожалению, вот это нововведение, вот эти электронные сигареты, да. Подростки берут пример прежде всего со своих родителей, да. Если семья не курит, то, я думаю, у подростка желание этим заняться появится гораздо позже. А может быть, вообще
Ну вот вообще говоря про Алана Кара, которого вы упомянули, вот у него как раз в книге было написан тот момент, что если бы никотин не вызывал зависимости вообще никакой, ну, курение как таковое, то есть, ну, покурил, ну и все, можешь вообще забыть про это. Единственные люди, которые бы курили на планете, это были бы подростки, которые просто хотят попробовать. Попробовать, да. Согласен с вами, ага. Ну вот совсем недавно, да, нам все отметили День без табака, да, такое интересное событие, праздник, да. Все-таки, да, допустим, ну не получилось в этот день взять и вот так вот в честь праздника отказаться от курения, да. Что бы вы посоветовали, с чего вообще стоит начинать? Я думаю, у тебя будет еще шансы это сделать. И, ну, прежде всего, ну, нужно поставить себе вопрос, ну, нужно ли тебе это вот... Для чего ты это делаешь? Для чего ты это делаешь, да. Какую пользу ты от этого испытываешь? Ну ладно, кто-то говорит, множество причин называют, вот почему куришь. Меня успокаивает, меня там стресс какой-то снимает, эти сигареты. Ну, стресс никуда от этого не уходит. Проблема не решается сама по себе от этой выкуренной сигареты. Поэтому прежде всего спросите тебя, а нужно ли тебе это? Нужно и что? Какая польза от твоей вредной привычки? Какая польза тебе, окружающим? Какой пример ты подаешь? Ну. Спасибо большое, Юрий Викторович, что посетили наш утренний эфир. И, конечно, мы желаем, чтобы все-таки на вашей практике курящих людей становилось с каждым годом все меньше, меньше и меньше. Я тоже так надеюсь. Спасибо вам большое, что пригласили в студию. Несмотря на грустную погоду сегодня, 1 июня, да, в этот праздничный день, хотелось бы побольше ярких красок. Да, и в принципе, если сегодня природа еще не балует нас вот солнцем, может быть, все изменится в течение дня, мы полюбуемся прямо сейчас на фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо», прошедшие выходные в Московском музее-заповеднике Царицыно. На кадрах Раптли можно увидеть, как участники мероприятия запускают в небо гигантского морского ската, цветастых осьминогов и красочных рыб. Основную экспозицию составляют змеи из клуба любителей воздушных змеев «Прокайт». Посетители также могли прийти как со своими змеями, так и купить или сделать их самостоятельно в рамках мастер-класса. Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» проходит с 2003 года. В 2020 и 2021 году мероприятие не проводилось, конечно, в связи с пандемией. И, конечно же, да, глядя на эти кадры, хочется, чтобы уже поскорее потеплело основательно, без всякой пасмурности, без дождей и тому подобное. Тем более нам, северным жителям, как мы уже сегодня говорили, лето — это долгожданная пора, мы ждем этого тепла и так далее. Ну и, конечно же, возвращаясь к сегодняшнему празднику, Дню защиты детей, хотелось бы пожелать от лица нашей телекомпании, телеканала здоровья всем детишкам, чтобы родители в любви и заботе их воспитывали. И прямо сейчас мы в честь праздника покажем выступление деток, воспитанников детского сада «Остров сокровищ» города Якутска. И еще раз всех поздравляем с Международным днем защиты детей. С праздником, дорогие наши дети! Давайте, ребята, на звоне погода.
Какие замечательные дети. Ну вот просто нельзя не порадоваться, сразу улыбка на лице, глядя вот на такие кадры. Настроение как минимум они нам подняли, это уже хорошо, дорогие друзья. Мы на этой позитивнейшей, прекраснейшей, доброй, светлой ноте с вами на сегодня прощаемся. Завтра снова увидимся. В завершении эфира хотелось бы прочитать одно поздравление, которое пришло в Телеграм. Кстати, вы в который тоже можете писать разное свое, мы это обязательно прочитаем. Вот QR-код сканируйте, и все у вас будет. Доброе утро, Якутия, с праздником, Днем защиты детей. Дай Бог всем детям счастья, здоровья, любви и мирного неба. Жду с нетерпением информацию о Третьяковской галерее. Это мы уже рассказали и поздравления прочитали. До завтра.